В классе 4, в 5 классе у меня уже такое вот желание именно было. Я перерисовывал тогда еще 90-е годы в основном все, что находил дома, какие есть открытки, какие есть книжки, иллюстрации, перерисовывал все подряд. Ну, как бы вот есть такое вот понятие захлеб. У меня тогда еще вот уже в классе 7, наверное, или 8 я для себя поставил, ну, не то что цель, а у меня просто был девиз, я придерживался этого, ни дня без штриха, как говорится, без набросков, без зарисовок. То я старался это в себе каждый день изо дня в день. Мама Рамиль, она всегда, если я где-то что-то, чего-то добивался, способствовала. Если я что-то добьюсь, она этому очень радовалась. Отец мне сильно, когда я учился, сильно помогал с этими подрамниками. Это все мне делал отец. Он мне, сколько бы я ни говорил, надо сделать мне, баба, сделать надо. Он всегда находил время, материал, все делал без, как говорится, беспрекословно или как. Ну, сильно родители мне помогли. Sağ olsunlar. Сейчас, в данный момент, тема моих работ – это Крым. Именно вот уходящий как бы Крым, который остался нам вот от наших предков, от дедушек, от бабушек. Все сейчас с каждым годом это все исчезает. Их буквально через лет 10, наверное, уже таких домиков не останется. И надо, пока сейчас время есть, у меня вот по максимуму вот найти вот эти все домики, все это запечатлеть на своих рисунках, на своей графике. Вот это самая моя сейчас первая, как говорится, цель. Простой человек, он пройдет мимо этого старого или вот кривого, косого, там, разрушенного и даже не заметит. А если это показать, вот, донести на рисунке, такая красота вообще. Именно вот в таком незаметном, невзрачном увидеть вот эту изюминку. Вот это все, это же все натуральное. Весь материал в этих домиках, вот, черепица, наша татарка, вот, черепица. Камень ракушечный тоже. Кирпичи эти самана раньше делали. И сколько они простояли. Когда я рисую, я над тем или иным сюжетом, не знаю, может, меня не так поймут или что, но у меня такое чувство, что вот я должен именно в этот сюжет зайти. Именно отдаться как бы вот с головой, с мозгами я там. Если я туда не захожу, эта работа у меня не получается. Я должен отключаться от всего, чтобы мне никто не мешал, и люблю включить какую-нибудь классическую, красивую мелодию, и все, я уже работаю и хожу по этим улочкам, щупаю эти стены дряхлые, черепицу можно достать рукой. Если туда окунешься, в этот мир, на этой бумаге эта работа начинает, как бы для меня кажется, как бы играть. И она, когда начинает играть, и вот сделаешь, когда работу эту, думаешь, ой, наконец, неужели я все-таки сделал, закончил ее, или... Пока не закончу я работу, это вот как бы тревога, что ли. Вот. Я делаю это в первую очередь для себя. Поднимает как-то дух, или что вот я ставлю на задачу себе, вот это мне, я должен вот это сделать, вот это передать. Не всегда у меня 100% это получается, ну, конечно, надо стараться, чтобы сделать, вот именно воплотить то, что ты задумал. Я иногда люблю делать такие незаконченные работы, они более как бы живые. Графика мне больше как бы по душе сказать, что ли, показать воздух, свет в бесцветной работе. Именно штрихами вот этот воздух, вот эту ауру эту. Как. Ну, еще надо совершенствоваться, конечно. Ну, в своих натюрмортах в первую очередь хочу
первую очередь изобразить именно вот посуда, ну, как национальная, именно вот этот орнамент национальный, именно форму этой посуды, как бы, ну и материал в первую очередь, медный материал, ну, чтобы это все чувствовалось. Вот посмотрел на работу, и сразу человек может сказать: о, это медная посуда, это серебряная посуда, о, этот узорчик, это в нашем стиле, как бы. Вечером уже приезжаешь, уже хочется поскорее увидеть детей. Маленький у меня еще только он в 1 класс пошел. Ну, как-то после рабочего дня хорошо бывает снять вот это напряжение, пообщаться, поиграться, как говорится, спросить, как у них дела, как у них день прошел. Люблю просто находиться дома, с детьми и ничего не делать, честно говоря. Просто отдыхать, пить кофе, встречать гостей. В своей графике я хочу показать Крым вот таким солнечным, мягким, именно вот это южнобережье, как бы Ялабуя. Воздух этот именно крымский, это работы такие с красивыми облаками, мне это нравится. Не просто чистое небо, а солнечный день, ну чтоб присутствовали облака. Показать старый улочку, вот эту ту, которая раньше была 100 лет тому назад, вот эту наивность как бы в природе.